Добрый день! Сегодня с вами главный специалист Чувашского историко-культурного центра Светлана Матвеева. У всех, конечно, есть дети, есть внуки, и у многих встает вопрос, тем более сейчас, когда мы сидим дома и не можем никуда выйти, и магазины промтоварные, не многие, а в основном закрыты. А дети-то вырастают, дети-то выросли, и никто не думал, что мы будем вот так вот сидеть дома. Поэтому сейчас нужно найти выход, как можно вот эту вот самоизоляцию использовать. Допустим, у вас, дети, допустим, где-то год-полтора, и у них они просто выросли из ползунков. Что я могу предложить? У многих сохранились в нормальном состоянии еще пеленочки. Можно из них шить вот таких вот из пеленочек, можно шить ползуночки. Но еще такой вариант. У многих есть футболочки, которые уже в хорошем состоянии, но пришли в негодность. И можно из них перешить. Вот я сегодня решила перешить вот из этой футболки. Она еще в хорошем состоянии, но сын уже из них вырос. Я взяла полиэтилен. Естественно, выкройку делать мы сейчас не все можем, а вот такой способ, он подходит всем. Я беру, значит, полиэтилен. Взять ползунок, который сейчас носит ребенок, который еще лезет ему. Прикладываю туда полиэтилен, обвожу ручкой часть ползунка, то, что мне нужно. Каждую часть, каждый элемент ползунка обвожу, вот так вот прикладываю полиэтилен и обвожу. И получаю выкройки. У меня вот такие вот выкройки получились. Вот у меня передняя часть, вот у меня задняя часть. Вот. И здесь у нас подошва. И вот к подошве еще тут два элемента. Вот я получила вот эти вот выкройки. Теперь прикладываю эти выкройки на футболочку. И каждый элемент, вот она у нас двойная как раз, сразу получается в двух экземплярах. Прикладываю, обвожу мелом, кусочек мела, или у кого есть мыло, вот у меня мыло, прикладываю, все это обвожу и вырезаю все части. И у меня получилось 4 части, 4 элемента. И сейчас я покажу, какие у меня получились выкройки. Вот я взяла футболочку вот такую серую. Вот у меня 2 штучки. Вот они. Задняя часть 2, передняя часть 2 и по 2 штучки подошвы. Теперь беру оверлок. У кого нет оверлога, можно пользоваться машинкой. Но у меня оверлок шьет У меня оверлок шьет трикотажный материал, поэтому я пользуюсь только оверлоком. Вот теперь я соединяю. Сначала вот я соединила переднюю часть. Теперь соединяю заднюю часть.
соединить с двух сторон. Соединяю передние и задние части. Одну сторону соединила, теперь следующую сторону. Так, и теперь внутренние части соединяем. Продолжим шить наш ползунок. Значит, мы с вами соединили сначала заднюю часть, переднюю часть, потом нижнюю часть соединили, потом по бокам соединили. И самое сложное осталось у нас соединить пятачок, носочек или как еще можно его назвать. Вот, сначала мы соединяем вот эту часть, верхнюю часть. И теперь вот у нас нужно соединить подошву. Для этого находим центр здесь соединим, так, пополам. Вложили, нашли центр. И теперь начинаем шить. Сложно шить, когда на оверлоге, тем более, когда круглая часть. Вот здесь у нас как раз круглая часть. Ну, сейчас мы его попробуем все-таки шить. Вот такой пятачок у нас получился. Пяточка получилась. Вот, теперь его вот, все мы сделали. Так, ну что, теперь надо нам переходить на машинку.
Вот, все у нас получилось. Теперь нужно вот здесь вот прошивать, чтобы можно было вдеть резиночку. А это уже мы с вами прошьем на машинке. Так, нитки мы потом все обрежем. Вот у нас получились вот такие ползуночки. Сюда теперь вдевать резиночку и можно одевать, пожалуйста. Вот из футболки получились у нас вот такие ползунки. Так что в любой ситуации можно найти выход. В крайнем случае, если нет машинки, это можно шить даже руками. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал и на канал Дома дружбы народов Республики Башкортостан.